Алмаз Ахунджанович, у меня есть огромная просьба. Вот мы все время, с тех пор, как я занялась законопроектом об алиментах, я столкнулась с огромной проблемой судоисполнителей. На сегодняшний день в стране всего лишь 205 судоисполнителей, и взыскание по всем долгам занимаются как раз-таки наши судоисполнители. Если говорить об алиментных обязательствах, то с учетом того, что на сегодняшний день уже 41 тысяча неплательщиков алиментов на 205 судоисполнителей, и помимо этого еще судоисполнителям дают новую функцию по безопасному городу. Уже 44 тысячи неоплаченных штрафа должны взыскивать судоисполнители. При этом я напоминаю, что у судоисполнителей в 2017 году при Сапаре Исакове были отменены полностью все премии, все квартальные, 13-я заработная плата. И на сегодняшний день зарплата судоисполнителя составляет от 7 до 13 тысяч, если выслуга 30 лет. Вы представляете? И мы хотим, чтобы эти люди искали задолжников по алиментам, которых больше 40 тысяч. Мы хотим, чтобы они взыскивали штрафы за безопасный город, при этом не давая ни 1% со штрафа от безопасного города. При этом они занимаются выселением и еще много-много чем. Есть судоисполнители, у которых только по алиментным обязательствам 700 дел на одного судоисполнителя. Вы представляете, когда он будет заниматься своими делами? При такой заработной плате, требуя от него таких, скажем так, трудозатратных дел, буквально в пятницу одного из судоисполнителя пырнули ножом. До этого сожгли. Слава Богу, в этот раз человек не умер. Но что может быть? До этого ведь человек умер, его поджег должник по алиментам. Вы представляете? Человек, который собственному ребенку не платит деньги на его содержание, пырнул ножом в судоисполнителя, который пришел взыскивать деньги его же собственному ребенку. Это просто возмутительно. При зарплате 8 тысяч они должны ездить просто сотнями километров. Им не выдаются ни на транспортные расходы, ни на расходы для связи. Никаких дополнительных средств, кроме оклада, они не получают. Помимо этого, они также не получают исполнительские сборы, которые составляют 5%. Мы оставили просто вот их голыми. Мы все время говорим о том, чтобы суды правильно принимали решение суда, выносили. Но мы забываем о тех людях, которые исполняют это решение, которых оставили просто...